Не деля никого. Искусственно занизили число жителей в республике и довели его до 70 тысяч всего лишь. Якобы на русскоязычном населении только 70 тысяч. В то время, когда у нас только в городе Грозном пенсионеров 170 тысяч русскоязычного населения. Планы страшные. Меня обвиняют, что якобы я ложная, даю пропаганду, информацию. Не я подписывал план эвакуации, так называемую эвакуацию, а на самом деле план депортации. Вы можете ознакомиться. Вот решение от 1 декабря. И посмотрите, что в этом плане. Куда эвакуирует граждан Чеченской Республики. Пункт. А обложку можно посмотреть? Пожалуйста. Запомните, распоряжение номер 1887-Р от 1 декабря, город Москва. За подписью Черномырдина. Подпись, секунду, пожалуйста. Печать. Где я напишу? Есть. А вот план, приложение к нему. Читайте пункт 8. Организовать размещение на постоянное место жительства и трудоустройство беженцев. Депортируют куда? Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую, Оренбургскую, Ульяновскую областей и эвакуированных под видом эвакуации. Сперва ракетами, бомбами уничтожают здесь все, выталкивают отсюда людей, это называется беженцы, их эвакуируют, а далее на постоянное место заселяют их туда. Вот очередной план. Это копия плана, все пункты взяты из плана депортации чеченского народа в 1944 году. Даже питьевую воду. А вот второй план. Это уже постановление правительства от 9 декабря, номер 1361, город Москва, 1994 года. О некоторых мерах... А подпись можно, да, там посмотреть? Пожалуйста. И печать. Пожалуйста. А вот посмотрите пункт, что гласит. Под видом заботы восстановления нашей экономики. Вот посмотрите. Федеральной миграционной службе России, 24 пункт. В месячный срок определить потребность в создании на территории Чеченской Республики центров временного размещения беженцев. Зачем центры создавать там, откуда люди убежали? Они могут представить себе дома и вынужденных переселенцев. Обеспечить при реализации федеральной миграционной программы первоочередные финансирование мероприятий по комплексному расселению беженцев и вынужденных переселенцев. Для чего комплексно расселять беженцев? Значит, беженцы, которые находятся в России, восстановить функционирование Аргунского заповедника и Республиканского драматического театра. Вот вся задача. Реализация поставленной задачи. Кто ее провоцирует? Федеральное собрание, парламент Российской Федерации, аппарат Государственной Думы. Этот пакет изъят у офицера ФСК, арестованного в период его доставки. Куда доставляют? Вот посмотрите. Натеречный район Чеченской Республики, село Знаменское, Временному Совету. Причем пакет уже заготовленный с фексимильным. Видите, Временному Совету уже пакет подготовленный уже заранее. Вот этим занимается Дума. Кто подписывает? Митюков, первый заместитель